Сегодня у нас особенный гость. Представьтесь, пожалуйста. Фаиль Бятов. Значит, я не особенный, наверное, гость, я обычный гость. Я являюсь одним из инициаторов и руководителем Московской областной организации татар Москвы. Но это моя общественная работа, общественная. А так я последние 20 лет работаю в университете, в Государственном университете управления, профессор, доктор наук. Написал много монографий, порядка 40 монографий у меня на экономическую тему. Последняя моя разработка и, по сути дела, это моя докторская работа, это государственно-частное партнерство в социальной сфере. Этим я сегодня и занимаюсь. Сегодня я езжу по нашим городам, вот только что был в Казани, провел курс лекций с молодыми специалистами, даже не со студентами, а со специалистами, которые хотят на основе государственно-частного партнерства построить свой бизнес. Такую лекцию я еще 3 года назад читал в том же Татарстане, и сегодня уже есть молодые ребята, которые создали такие проекты и успешно работают в области социальной сферы. Это дошкольное образование, детские сады, различные ФОПы физкультурные, связанные со спортом, ну и еще ряд других направлений, которыми уже ребята работают. Сейчас я планирую поехать в Крым, тоже по приглашению Симферопольского государственного университета и Севастопольского педагогического университета, где меня пригласили прочитать лекции по теме государственно-частного партнерства. Вот мы с вами ранее, на самом деле, разговаривали. Вы сказали, что есть такой вопрос у молодых людей, которые только закончили учиться, что делать дальше? Что бы вы могли посоветовать? Я прекрасно понимаю нашу молодежь, потому что на сегодняшний день молодые ребята, заканчивая специальность и получая бакалавра специальность, даже и специалитета получая, они не могут себя найти ни в органах власти, ни в бизнесе. Поэтому им приходится помогать реальными советами, созданием реальных проектов. Ну, вот за последние 2 года реальных проектов создано порядка 15 проектов. Молодежь работает, созидает, радуется своей работе. Мне это тоже приятно, потому что все это были ребята, которые учились у меня. Когда я работал в университете, у меня была лаборатория, и в этой лаборатории, конечно, я им давал первые навыки создания вот этих проектов по государственно-частному партнерству. Угу. Поэтому, такая у нас вот это. А так, конечно, я понимаю, я был сам студентом, дети у меня были студентом, мои племянники все были студентами. И как сложно войти в реальный бизнес после окончания университета. Я это прекрасно понимаю, поэтому мы их готовим, уже начали готовить 3-й, 4-й курс. Они уже, вступая в реальную жизнь, уже знают, как начать бизнес, с чего начать, кому идти, с кем разговаривать, как разговаривать. Все эти вещи мы их уже обучаем, поэтому им, конечно, легко дается начать вот этот бизнес, связанный с государственно-частным партнерством. Многие не знают, молодые, что есть такие законы. Это 115-й федеральный закон о концессионных соглашениях, который тоже работает успешно. Сейчас 224-й закон о государственно-частном партнерстве. Их надо просто найти, они доступны, в интернете есть, прочитать и посмотреть. И когда прочитают, у них сразу появляется желание работать на базе, на основе государственно-частного партнерства. Потому что там даются очень много условий, и банки идут навстречу, и чиновники с администрации местных дают возможность как-то начать этот бизнес. Угу. Если ребята инициативные, то у них у всех все получается, есть желание работать, то они, как говорится, получают полное удовлетворение создания вот таких проектов. То есть я правильно понимаю, что те, кто на основе ГЧП хотят открыть что-то, то могут обращаться к вам со своими какими-то бизнес-проектами, и вы можете их помочь как-то направить. Верно? Как это делается? Да. Как к вам обратиться? Даже не бизнес-проект, лишь бы было желание у молодежи заняться каким-то бизнесом. Угу. Понимаете, сейчас вот смотришь на молодых ребят, заканчивают они университеты, голова пустая и глаза смотрят в разные стороны. Это не то. Поэтому мы готовы, если человек хочет заниматься
такими проектами мы готовы, я готов собрать, значит, провести лекцию, рассказать о всех тонкостях и прелестях этих, значит, законов, вот, дать им пособие, то есть, да, я могу даже на базе вот штаба татар собрать молодежь, та, которая заинтересована именно в создании таких проектов, и все, ничего сложного нету, понимаете. Просто по своей вот сути многие молодые не знают, что есть такие законы, и ну, не лезут ни в интернет, не ходят, значит, куда-то на какие-то, может быть, специальные занятия там, или лекции, или конференции, не посещают. Хотя у нас в Москве проходят ежеквартально всякие различные, значит, форумы, на которых, значит, говорятся об этих проектах о государственно-частном партнерстве. Вот Банк ВТБ раз в полгода проводит конференции, 3-4-дневные конференции, в Москве проходят они. Даже посетив вот эти конференции, зарегистрироваться на них, посетив, вы поймете, что почему мы не можем. Да, понятно, что там крупные проекты берутся, строительство каких-то крупных объектов, там портов, мостов, там каких-то там заводов, но есть еще и маленькие проекты, которые можно решать на муниципальном уровне, на уровне маленьких городов, вот, их тоже решать надо. Вот, поэтому надо просто собраться вот всем, вот, если, да, желающим, и если у вас инициативу на себя возьмете, соберете там 10 человек, да, и мы встретимся, я вам расскажу 2 часа лекции, вы поймете, что такое ГЧП. Там ничего сложного нету, абсолютно ничего сложного нету. Я буду первая. Изучите все проекты, я вам дам, значит, где это все найти, дам свои монографии, которые я написал, у меня вышло 3 монографии. Вот. Поэтому надо просто двигаться, надо смотреть. Мир-то меняется, и в экономике меняется, и ничего не стоит на месте. А кто вошел в эту систему, значит, в государственно-частном партнерстве, они оттуда вообще не вылезают. Они проект за проектом берут и создают их. А проекты можно в любой сфере, и в строительстве, и в социальной сфере, и в энергетике, и в спорте сейчас. Сейчас уже вот пошли проекты и в сельском хозяйстве. Вот мы были на форуме в Казани, там как раз вот, кстати, 2 парня пришли, Фаиль Мужевич поблагодарили, они там тоже открыли на базе государственно-частного партнерства проект, построили то ли зерносушилку, то ли, значит, переработку зерна. Ну, тоже ходили, денег особо нету, молодые ребята, там 2 брата. Вот, сейчас они уже запустили этот проект, им государство помогло, их финансировал, банк там. Все нормально, ребята работают, довольны, подошли Фаиль Абыб, обняли меня, пожали руку. Мне даже было, это было еще 3-4 года назад, когда они ко мне подходили. Надо просто не бояться ничего, открыть эти законы, прочитать их внимательно, если какие-то вопросы возникнут, все. И я хочу сказать, что да, на первом этапе, когда 5 лет назад, он в 2015 году был принят, 224, на первом этапе, конечно, чиновники побаивались этого закона. Как так, вот мы не можем, у нас все деньги распределены, там фонды у нас, все прочее, да? А сейчас, ну, извините меня, вы пришли в любой муниципалитет и говорите, вот мы хотим создать, допустим, школу детского танца, там, да? Или школу по изучению иностранных языков, там, да? Или еще какой-то там, ну, я имею в виду социальную сферу, да, там, или даже медицинский центр какой-то, да, вот взять, такой, ну, чтобы он был востребованный и актуальный. Понимаете вопрос? Потому что государство не успевает за всеми этим, значит, уследить и, как говорится, ну, оказывать поддержку вот в этом плане. А вы, предприниматели, пришли, да, вот есть такое направление, которое мы готовы его осуществить, да? Все. Вот у нас же много очень сейчас инвалидов, да, вот сейчас инвалиды будут приходить с фронтов с наших, да, у кого нету рук, у кого нету ног, и уже открывается. У нас вот в Московской области открыли, сейчас тоже я их поддержал, мы им помогли этот проект создать ребятам, которые, значит, пришли, ну, можно сказать, у кого руки нет, у кого ноги нет, кто-то там этот, им же тоже дальше жить-то надо, проходить реабилитацию. Они прошли реабилитацию, мы им сейчас создаем различные фонды, и при помощи вот этих фондов они как-то живут, выживают, зарабатывают какие-то деньги. Я не буду сейчас называть город, в котором мы создали, но
Потом я вам при встрече расскажу, могу даже слайды показать, как они... Ребята приехали, значит, у кого ноги нет, у кого руки нет, и создали отличную, там у них порядка уже 50 этих бойцов, которые, значит, входят в эту организацию, и государство пошло навстречу, все, и никуда не делось. И банки нашлись, и обмундирование им дали, и, значит, технику выделили, которая нужна для этих бойцов. Вот. И я могу сказать, что там у них, вот сейчас мне уже позвонили, сказали, что 2 или 3 парня приглашены чуть ли не в сборную России, которая, значит, участвует в Паралимпийских играх, значит, вот, по игре в хоккей. Вот. Так что, ну, надо подумать и не бояться этого. Если вы это дело сделаете, вот соберете ребят таких инициативных, там, обзвоните, да, то, я думаю, все у нас получится. А я вам разъясню, все покажу. Ваша задача только инициативу проявить. Начать заниматься. Там ничего сложного нету. Буду первая, кто пойдет на эту лекцию. Я считаю, что кто со мной, должен поставить плюсик какой-то в комментариях. На самом деле это очень круто, что вы поддерживаете молодых ребят, потому что очень много бывает страха, сомнений в том, чтобы что-то вообще сделать, и нужна какая-то, скажем так, поддержка со стороны людей, которые уже имеют опыт и знают, как распоряжаться ресурсами, чтобы осуществить эти планы. Сколько это будет стоить? Для вас лично, для молодых ребят ничего стоить не будет. Понимаете? Дело в том, что мы уже как бы люди старшего поколения прошли эти муки ада. Я сам начинал когда-то там тоже с нуля свой бизнес и всю свою жизнь создавал с нуля. Никто нам не помогал. Поэтому я понимаю, что как нелегко вам сейчас вот вступать в такую реальную жизнь. Вам нужно создать семью, родить детей, купить хорошую квартиру, хорошую машину. А где, чего это взять? А вы же видите, что некоторые уже ездят и живут в этих квартирах. Понимаете? И я думаю, вот молодежь не должна отчаиваться, вот та, которая оказалась как бы, ну вот без родителей. Вы говорите, вы из другого города приехали, вы без родителей, у вас нет никакой поддержки, нет, да, там. Да, грубо говоря, может, она у вас есть. Но не надо отчаиваться. Много талантливых ребят, которые сами поднимаются и создают такие, значит, хорошие проекты, которые очень хорошие дивиденды приносят по жизни. И вам интересно будет потом самим жить. Вот создали даже вот детский сад. Я же вам говорил, в Раменск детский сад, который создали. Они сейчас вообще, они стали совсем другими людьми. Они стали по-другому одеваться. Они стали на других машинах ездить. Вот. У них хорошая квартира. Сейчас они купили себе дачу. Вот. Родители, отзывы от родителей просто великолепные. Глава района доволен, что он закрыл эту нишу, дыру, где у него были, как говорится, пробелы в социальной сфере по обеспечению населения, вот, молодых детей, там, школьников и дошкольного, значит, дошкольников. Поэтому надо не бояться и браться за это дело. А есть ли какие-то более такие конкретные, как говорят сейчас, кейсы, уже созданные инфраструктуры, вот, про которые можете рассказать, что мы прям погуглили, посмотрели, что это такое? Слово кейсы для меня такое, оно растяжимое. Понятно, что, ну я вам сказал, что вот уже готовы есть проекты. Можно проехаться в Раменское, в Люберцах есть проекты, в Татарстане есть проекты, которые работают, уже все действующие. Вот. Когда у меня была лаборатория, там много ребят выходили. Кто-то решил, что не хочется ему заниматься этим делом, пошли в чиновники, да, там. Кто-то пошел вообще в другую отрасль, да, ну, поэтому я за всем не слежу, но я знаю вот реально 4-5 проектов, это те плоды, которые, как говорится, получили они, вот, пройдя занятия в нашей лаборатории. Ну и понятно, что они все свои дипломы защищали, значит, связанные с государственно-частным партнерством. Понятно, что, допустим, вот детский сад, я говорю, так, берите вот этот детский сад с нуля и делайте работу свою дипломную, бакалавра или магистра. Вот, значит, на базе этого. У меня, кстати, вот сейчас вспомнил, в Мытищах одна девочка, она, значит, заканчивала магистратуру и училась очень хорошо, такая отличница была. Она пришла значит, после окончания, значит, на Мытищинский электромеханический завод. Ее поставили в отдел, там, я не знаю кем. Потом она пришла, говорит, Фаиль Михайлович, говорит, мне позвонила, говорит, можешь с вами встретиться? Я говорю, давай, приезжай. И, в общем, она приехала и мне начала рассказывать, вот у нас, говорит, не хватает какого-то типа счетчика, какого-то прибора,
который нужен, значит, при производстве этих лифтов. Я говорю, а что, а где его взять? Она говорит, они есть в Китае, делают китайцы. Я говорю, давай, говорю, сделайте отдельное предприятие за пределами вашего завода, такого огромного монстра завода, да? И все. Используйте спрос. Попроси своего друга, они пришли, кстати, вдвоем, вот твой друг, съездите в Китай, купите 10 этих приборов, все, создайте их, соберите, значит, программисты есть, компьютерщики есть, все собрали и предложили этому же заводу. И сейчас этот завод выпускает этих лифтов на всю страну, извините меня, и они, открыв вот эту маленькую лабораторию, маленький опытный такой экспериментальный заводик, и они поставляют, значит, это на большой завод. Ну, так вот директор, наверное, решил большого завода, и она ушла с завода сейчас. Она была в техотделе, работала, она говорит, я не успеваю, ее директор и отпустил. Идите, говорит, вот в ту конторку маленькую, свою частную, которая получает, значит, всякие различные приборы, там, диоды, всякие электроны, там, все это прочее, доплаты. Вот, и все, и они там сейчас, их человек 10. Слушайте, они тоже живут в шоколаде. Но у них тоже на базе государственно-частного партнерства построено вот этот весь бизнес. Потому что нужны были деньги, нужно было финансирование. Они пришли с этим проектом в банк. Банк им с удовольствием дал деньги. Они взяли помещение. Все, и сейчас живут вообще все, как говорится, хорошо и довольны. Хорошо, можно. То есть путей вот, создания проектов государственно-частного партнерства очень много. Очень много. И в разных отраслях. Вот сейчас уже в сельском хозяйстве стали эти проекты запускать. То есть я правильно понимаю, я вот как человек, который не учился в этой сфере, но я могу тоже этим заняться, Конечно. скажем так, в партнерстве с вами. То есть могу это разузнать поподробнее, как это все делается, где взять информацию, где взять какое-то финансирование. Ну, наверняка вы понимаете, какие банки идут навстречу в таких ситуациях, какие, может, нет. Ну, разное же бывает. Конечно, для создания проектов государственно-частного партнерства нужны в первую очередь юристы. Юристы, потому что там основа это юристические договора. Юристы должны их делать, да? Второе это экономисты. Вот экономисты. Если какие-то проекты связаны с социальной сфере, они пройдут. Если связаны какими-то технологиями, там нужны, конечно, технари. Технари. Всегда можете найти, выйти на какую-то доску, там, кто ищет работу, предложить, ребят, вот нам нужен технарь, там, мы хотим там собирать какие-нибудь комплектующие для каких-нибудь заводов. А вот, кстати, тоже вспомнил на вас, ребята собирают вот эту проводку, которая, значит, идет на вас, на электроваз, на наши автомобили, которые в Тольятти находятся. Они собирали у нас буквально в Люберецком муниципальном округе. Собирали вот эти пучки проводов, у них был цех, я не знаю, ну, может, метров 100 квадратных. Брали провода, собирали, и эти комплекты отправляли на вас. Ну, это было, я не знаю, вот, может быть, 5 лет назад, сейчас они что-то по каким-то причинам прикрыли. Но я хорошо знаю, что они этим занимались. Они создали компанию, которая занималась на базе государственно-частного партнерства, заключили с ВАЗом договор, что мы вам будем поставлять пучки, вот эти проводов, которые идут полностью проводка на этот. Очень хорошо ребята работали, поднялись, и все, как говорится, были довольны. Получили кредит в банке, сняли помещение, есть юрист, есть экономист, и все. У них была компания, ну, я не знаю, человек 15-20. Это вместе с технарями, которые, именно с рабочими, которые собирали эти вот, пучки проводов. Вот, кстати, тоже мы им делали проект, я тогда делал проект, ездил сам на ВАЗ, встречался там с экономистами, договаривались, все. А мы им предложили, почему они пошли навстречу ВАЗ, у нас, говорит, таких много. Мы им цену сделали, ну, практически в 2 раза дешевле. Как раз пришел новый руководитель, он сказал, давайте экономить будем на всем, потому что себестоимость нашего ВАЗа сильно возросла, когда были иностранные руководители, значит, этого ВАЗа. И очень хорошо ребята работали. Проект государственно-частного партнерства, он везде применим. Везде. Банкиры же тоже хотят гарантию возврата своих денег. Понимаете, когда они видят, что у вас есть проект, есть, значит, база, есть люди, специалисты. Любой вам банк даст, значит, деньги под какие-то хорошие проценты. Да. Надо просто, сейчас вот для начала я вам хочу сказать, возьмите 224 закон о государственно-частном партнерстве, в интернете наберите, прочитайте его.
Вот. И 115 закон о концессионных соглашениях тоже. Чем концессия отличается от ГЧП? Могу маленький ликбез еще сказать, буквально 1 минуту. При концессии объекты недвижимости ни в какой мере не могут перейти в сторону частного предпринимателя. А при 224 законе, он вышел через 10 лет буквально, он более совершенный, более совершенный. При 224 законе можно и выкупить и объект этот. Вы можете, вот, допустим, со своим объектом войти в этот закон, прийти в договор, включить его, а можете, значит, так вот, денег сейчас нету, пройдет 10 лет, и включить так в договоре пункт, что этот объект потом переходит, и вы полные собственники становитесь своего бизнеса. Это самое главное, то, что дается вот в этом совершенном законе 224. Но там еще есть ряд различных льгот, но они уже такие специальные, поэтому это в процессе. Спасибо вам большое. Это было очень полезно. Я считаю, что я прям знаю, как мы возглавим наш выпуск, потому что очень ценно, когда есть какой-то человек, ментор, помогающий в таком плане. Ребята, если кто-то захочет открыть свой бизнес, вы знаете, куда обращаться.